Здравствуйте. Сегодня в гостях у программы «7 дней плюс» Ильдар Егафаров, председатель Союза кинематографистов Татарстана, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. И я с полным правом могу сказать вам сегодня «Исенмесис». Поприветствовать вас именно так, потому что так называется фильм, который вы сейчас снимаете. Итак, «Исенмесис». Исенмесис. Какую идею все-таки вы вкладываете в название фильма «Исенмесис»? И если говорить вот дословно шире, «Исенмесис», живо ли национальное кино в Татарстане? Ну, мы сразу два вопроса задали. Первый вопрос о том, как родилось название фильма. Действительно, название было другое. Он назывался «Акбузат», этот проект. Это название родника, в формате которого происходит фильм. Но мне показалось, что это очень просто как-то, название языка. Я мучился долго, год, пока писали. И как-то меня осенило вот это слово «Исенмесис», которое мы постоянно произносим. Наш сценарист Мансур Аязович Гилязов постоянно об этом говорил, что в слове «Исенмесис» есть подоплека другая, то, что не «здравствуйте», а «живы ли мы?». То есть это слово, как легенда, как он это рассказывает, произошло после взятия Казани, когда татары встречались, они друг другу говорили «Исенмесис», «живы ли вы?». То есть живы ли ваш род, ваша семья, ваши дети. Оттуда началось название, и мне кажется, оно очень глубокое, даже глубинное, которое ведет к каким-то там ноткам самосознания татар. По крайней мере, картину хотелось сделать изначально так. Вроде бы простой сюжет, но везде стоят коды, которые трогают то самое главное, что живет в татарском сердце, так скажем. Самоопределение. Да, вот это вот то, что скажи татарин одно слово, и он сразу загорает, что он татарин. Как я однажды в Турции, в Эрзуруме, по-моему, ночью включил телевизор, и там шел канал ТНВ, и говорил Мухаммедшин, и мне так стало хорошо. Знаете, когда я услышал свой родной язык, черт знает где, и там какие-то турецкие горы, конечно, в душе татарина, и даже не просто язык, а вот то самоопределение, те нотки, которые есть, их очень много. Если их нажать, татары ведь очень сентиментальные, они начинают плакать от счастья, такие вот. И когда делаешь кино, нужно это учитывать. Вот я к этому говорю. Все-таки национальное кино сегодня живо, на ваш взгляд? Ну, да, конечно. Я, может, так просто отвечу, потому что очень много говорят, и вопрос задают, живо ли кино, но сейчас меньше. Потому что, скажем, если в начале 2000-х говорили, что такое татарстанское кино, есть ли оно вообще, сейчас этих вопросов меньше, потому что люди уже ходят и смотрят, есть ли разные жанры фильмов, есть и документальное кино, игровое кино, там сугубо национальное, есть игровое кино и не просто там, скажем, татарское, а татарстанское. Оно разное, поэтому говорить о том, что если оно уже не имеет смысла, если оно как система, как продукт, который Татарстану нужен в государственном масштабе, если об этом говорить, я бы сказал, пока нет. Пока это, я всегда это называю садовыми участками. Кто как смог построить, так и построились, да, такая анархия присутствует. Каждая студия и каждый режиссер делает свой продукт, и из этого это как астры на садовом участке они растут. Но на сегодняшний момент, мне кажется, очень серьезно пришел вопрос систематизации все это, вопрос Госсовету, президенту, как мы этот инструмент направим на то, чтобы произошло развитие и национальной культуры, и языка. Вообще для татарского народа, мне кажется, кинематограф – это мощнейший инструмент дальнейшего национального развития. Ведь только такие, скажем, развитые, что ли, государства имеют возможность иметь кинематограф. Это надо учитывать и думать об этом. Но пока я вижу такое с ухмылкой снисхождение, но если хотите, снимайте, если хотите, ну давайте мы это обсудим, ну давайте вам немножко дадим денег, а вот тут у нас есть 8 миллионов в год. И на этом фоне оно очень тяжело движется, так большими усилиями, шаги тяжелые, поэтому нету каких-то сильных прорывов. То есть единой стратегии развития нет, да, кинематографа, примерно. именно национального кинематографа. И чтобы была вот эта системная работа, что для этого нужно сейчас? Вы знаете, пусть это громко звучит, хочу обратиться и к президенту, и к министру культуры. Вот сейчас во время пандемии денег-то особо не надо. Нужно сесть и подумать, создать дорожную карту, как все это двигать. Мы же все это прекрасно понимаем, что когда говорят «снимите кино за 2 миллиона полный метр», это заведомо будет плохой продукт. И мы на эти грабли наступаем уже даже не один год, уже десятилетиями.
Поэтому нужно сделать какие-то прорывные вещи. Не просто говорить о том, что там для того, чтобы кинематограф развивался, сейчас надо минимум там 200 миллионов, а обсудить эти 200 миллионов, на что и как, и почему их тратить, где это будет доля документального кино, доля молодежного кино, доля мультипликации игрового кино. У нас есть сильный театр, у нас, в общем-то, много очень развитых культурных направлений национальных. Но почему-то с кино у нас вот это происходит, потому что 100 лет назад всего начинался татарский театр, он сейчас может конкурировать с любым мировым театром, всего за 100 лет. Поэтому давайте не будем с снисхождением к этому относиться. И люди-то, профессионалы, из-за этого унижают. Но работы же нет. Люди сидят, у нас мужчина должен кормить семью, а у нас в основном кормят женщины, своих режиссеров, мужчин. Это неправда, что ли? Это правда. Серьезную тему вы задели. Но я все-таки сейчас хотела бы вернуться к фильму «Исян Мессис». В фильме есть конфликт, который, мне кажется, отражает во многом определенную действительность, которая сегодня происходит. В семье ваших героев появляется новый человек, крещеный татарин, Кряшин. И, как я понимаю, происходит то самое разделение и конфликт в семье. Из-за определенной, скажем так, принадлежности к другой, не национальности, да, мы с вами говорим все-таки, что мы татары. Вот как этот конфликт вы решаете в кино, в фильме, и есть ли этот конфликт в действительности, и как решить его вне кинематографа, на ваш взгляд? Когда я приехал снимать фильм в Заинский район, у меня был большой подготовительный период, и я очень много общался с Кряшиным, я начал понимать совершенно другое. Кряшин – народ, который давно живут на этой земле, и они немножко вообще другие, даже визуально. И мне кажется, это небольшая неправда о том, что они там крестились во времена Ивана Грозного. Мне кажется, это народ еще до этого крестился. Но это лично моя гипотеза, поэтому я могу ее высказать. А с точки зрения того, что вот когда мы так говорим, это, знаете, это происходит какая-то странная вещь. Мы сами отталкиваем свой же народ, своих же татар. Кряшины – это татары. Если мы были во времена Советского Союза и общались с кряшинами татар, таких проблем не было, все были вместе. А сейчас почему-то появилась некая идеология, возможно, она построена на религиозных взаимоотношениях. Они как бы отстранились, и в ответ Кряшины вдруг начали себя называть Кряшинами, а не татарами. Вот если Кряшина разбудить и спросить кто-то, первое, что он скажет, он Кряшин, но не татарин. И вот это неправильно. И вот в фильме решается вопрос объединения, что мы все татары, мы все должны друг друга уважать, понимать и создавать такие условия, чтобы всем было комфортно в данном случае. Это ведь не только Кряшин, это еще и Мишари, это еще наши отношения с башкирами, это и типтяри, и пермские татары, и сибирские татары, и каких только нету, мы все татары. Вы сами пермские татары? Я сам пермский татарин. Первое, что очень важно, понятно, это язык. На каком языке? Какой язык первый я услышал? Татарский. Когда мне было там 2 года, я что-то начал, первые слова говорить, татарский, конечно. Это то же самое определение. И возьмем тех Кряшин, Мишар и всех. В общем, пора идеологически выстроить отношения так, чтобы мы все оттянулись друг к другу, а не были, так скажем, с опаской смотрели друг на друга, что ли, с сомнением каким-то. Каким образом конфликт этот решается в фильме? Понимаете, главный герой начинает понимать, что если мы сами не начнем объединяться, никто нам этого не сделает. Если мы сами не примем такое решение, что надо друг к другу тянуться, никто это не сделает. Это тот же самый вопрос к тем же Кряшинам, я не отделяю их просто, и нам. То есть мы должны начать вот этот процесс объединения, что ли. В 90-х годах почему-то это происходило. Сейчас, мне кажется, нужно делать такой грамотный ход, как в Швейцарии это происходит, что ли, когда людям дают возможность делать, что хотите, чтобы вам было комфортно. И вам комфортно, и нам было комфортно. Но мне кажется, у татар это должно произойти, в первую очередь, наверное, у самих себя. Хорошо, сейчас продолжим все-таки о национальном кинематографе. Вообще, что вы вкладываете в это понятие? Национальный кинематограф. Вообще, для кого и для чего он сегодня необходим? Ой, у меня в разных плоскостях. Для меня национальный кинематограф, он, знаете, мне и жизнь портит, и дает желание дальше жить. Я сейчас попробую ответить на этот вопрос. Мне, как профессиональному кинематографисту, всегда
до этого времени, может быть, лет 5 назад еще, всегда хотелось уехать отсюда, в Москву, и снимать просто профессиональный фильм свой, пусть это сериал, и работать в системе. Это всех нас касается, кинематографистов. Здесь работы нет, если честно. Она очень хаотична. Если ты хочешь работать, ты должен идти на телевидение или заниматься коммерческими заказами. Игрового кинематографа, творческого, здесь нет. Он очень хаотичен. И когда ты начинаешь понимать для себя, что ты татарин, и это, знаете, больше нигде в мире этого нет, и ты можешь чем-то особенным, уникальным заняться, тогда вдруг начинает тебе загораться твое национальное, и для меня это вот и есть мой национальный кинематограф, который меня продвигает, где только я могу говорить на татарском языке, где только я понимаю нюансы не сленга, а диалектов. Когда грузин делает кино, я вижу, что это грузин сделал. Но когда грузинское кино сделал, например, я сделаю, да, это будет видно. То же самое, наверное, тот персонаж в этом мире, в большом шарике, который может понятно сделать именно татарское кино, национальное. А национальное – это то, что с молоком матери. Это наши песни, это наши слова, это наши молитвы, это наши бабушки. Да это вообще все наше, вот, которое во мне сидит на протяжении 50 моих лет. Это мое национальное, которое я могу показать. Вот, наверное, национальное кино, это, наверное, любой и корейский, и татарский, и английский режиссер это скажет. Еще такой вопрос. Вот популярное кино на татарском языке. Все-таки для вас это миф или реальность? Вот мне кажется, если бы вы уехали в Москву и начали снимать, наверное, фильмы на русском языке, может быть, вы давно стали известным, звездным режиссером и так далее, и так далее. А здесь вы сейчас решаете, скажем так, в большей степени проблемные вопросы национального кино. Вот все-таки может быть популярным татарское кино? Попытки есть. Я так скажу, честнее. На сегодняшний момент производство игрового кино, татарстанского, именно игрового, мне кажется, это создание фундамента как раз следующего популярного кино. Все люди, которые сейчас создают кино, они встречаются с такими трудностями, которые, возможно, лет через 15-20 люди не будут с этим встречаться. Поэтому то кино, которое мы сейчас снимаем, возможно, надо честно сказать, оно не может быть популярным. Мы пробуем перо, мы стараемся сделать, оно больше фестивальное это кино. Нам нужно пробиваться, говорить миру, что мы есть, для того, чтобы... Вот сейчас появился фильм «Апипа», это популярное кино. Может быть, оно простовато, а с другой стороны, я думаю, а может, нашему зрителю такое нужно? Люди воспринимают, им нравится это. А в чем, на ваш взгляд, измеряется популярность фильма, особенно национального? В любви народа. Все-таки зрительская аудитория, популярность Конечно, давайте не будем обманывать, если вдруг зритель объявит того или иного режиссера или актера любимым, народным и фильм хорошим, вот здесь будет успех. Есть примеры Якутии, Бурятии, Башкортостана все-таки, которые смогли сделать популярным, прежде всего для своего зрителя, да, национальное кино, кинематограф. Вот почему им это удалось, уверен, согласны ли вы с тем, что им это удалось, и почему нам не совсем это удается? Еще есть какие-то причины? Я, наверное, тот человек, который больше всех общается, не больше всех, есть, наверное, еще люди, но я плотно общаюсь и с якутами, и с башкирами, и с другими ребятами, потому что я с ними дружу, как раз на фестивале познакомился. У нас общение как-то сблизилось до уровня дружеских. Вот с якутами интересная история. Они снимают, давайте уж я в своем формате скажу, не бог весь какое кино. Это правда. Но в Якутии до этого времени не было московских прокатных организаций. То есть туда ни КАРО, ни другие кинотеатры сетевые не зашли. Поэтому коммерческие кинотеатры, которые создавали самые местные якуты, ребята, коммерсанты, они крутили свое кино. То есть географически они выигрышнее оказались? Да, географически было неинтересно московским прокатным организациям зайти в Якутск. Мало людей, 300 тысяч населения тратит на это деньги. И на этом фоне якуты начали смотреть свое кино. И это было здорово. Сейчас, вот с того года, они зашли, и якуты как раз говорят о том, что КАРО убивает якутское кино, и люди пошли на американское кино. Но у якутов есть другое. Я еще раз повторюсь, с якутским кино я встретился в 1993 году в Авгике. То есть правительство Республики Якутия, Саха, отправило больше 100 человек учиться в Авгик. Ну вот они пожинают плоды. Надо отправлять ребят. Мы в том году 3 отправили, это мизерное вообще. В этом году хотим еще 2 отправить. Но нужно создать систему, отправить 50. Понимаете, из них вернутся 5.
И они создадут это кино. А потом те, которые останутся в Москве, будут смотреть на этих 5 и знать, что эти будут превращаться в Марселев, Салихджанов, Туфанов, Минуллиных, у них будет расти имя, они там будут сериальными режиссерами, мне к 50 годам скажут, вы что, я тоже хочу быть Туфаном. Ничего, я хочу тоже быть Туфаном Минуллиным. А этот парень, который снимет 2-3 татарских фильмов, татары его на руки поднимут. Для себя я это понял в 40 лет, когда я занимался коммерческим видео. Еще один такой вопрос. Все-таки часто обвиняют татарстанский и татарский кинематограф все-таки в отсутствии суперидей, в отсутствии действительно уникальных творческих замыслов, которые, да, возьмут и покорят этот мир. Вы говорите, проблема в деньгах, но все-таки есть проблема в идеях и в творчестве? Ну, я про себя говорить не буду, я знаю, о чем речь, о том, что мы берем в театре и потом начинаем экранизировать. Но проблема есть в том, что у нас нет сценаристов, откуда они возьмутся, когда мы приходим что-то доказывать, они говорят, принесите сценарий. То есть тот момент от написания сценария и принести его не учиться как финансовая единица. У нас сценарист – это человек, который должен бесплатно написать что-то, бегать за режиссерами, за правительствами, что-то доказывать. Формата конкурса мощного для сценаристов нет. Написание сценария – это адский труд. Кадровый голод определенно, да, в этой сфере? Но он правильный, потому что если не платят, а зачем этим заниматься? Есть просто фанаты, такие как, например, Мансур Гилязов, который жить без этого не может, и еще десяток таких людей. Но нужно, как в Голливуде, 1000 человек должны этим заниматься. Сценарий должен где-то 1 миллион. Если мы объявим, что он будет стоить 1 миллион, через 2-3 года в конкурсе будут участвовать 300 человек. Но если мы говорим о том, что принесите сценарий, и мы вам дадим 2 миллиона на всю съемку, ну, этот порочный круг, он будет продолжаться, пока не умрут эти люди, появятся другие такие же. Нет ни мотивации, ни конкуренции, ничего, соответственно, да. Здесь ты живешь только собственной идеей и ощущением, да? Если ты тем самым самоопределением «я татарин, я должен это делать», как вы сейчас это чувствуете и с чем вы живете. И давайте честно скажем, в этот формат еще попадают люди, которые вообще нечем заниматься, у них нет денег, они заходят на эти конкурсы, и этот конкурс превращается вообще в какую-то фантасмагорию. То есть человек получает бюджет из-за того, что он там год жил без денег, он за половину раздает на долги, понимаете? Я с этим тоже сталкивался как председатель. Отдаешь человеку там 500 тысяч рублей, и через месяц остается у него на кармане 100, и он за эти 100 тысяч пытается снять кино. Мы это тоже должны анализировать, и на уровне правительства должны анализировать. Мы должны этих людей, кстати, понимать, а почему они сидят без денег? Они учились, республика их отправляла. Почему этот институт оказался не нужен? Почему у нас не работает хроника? А почему у нас не консервируется хроника? Она все зависит от достаточно хаотичных съемок телевидения. Хороший вопрос вы поставили. И все-таки, если говорить о будущем татарского кино, вы все-таки больше оптимист или пессимист? Ну, конечно, оптимист. Я абсолютно уверен, что, во-первых, кино уже есть. Татар такой народ, они особо своих хвалить не будут, но кино уже есть. Кино уже есть, оно работает, его больше знают за границей. И самое главное, есть энтузиасты, которые без этого жить не могут. А что касается будущего кино, конечно, без государственного мышления в этом вопросе, как это происходит в Якутии, в Башкортостане и в других регионах, этого развития может быть и не быть не может. Но скажу по секрету, что те же якуты и башкиры у себя говорят, смотрите, как татары сейчас снимают кино. Идет небольшой прорыв на фестивалях, мы начинаем догонять и обгонять, и получать очень важные для нас призы, и показывать очень непростые картины со сложной драматургией, и мне это очень нравится. То есть реально и башкирское кино, и якутское начинает к нам приглядываться, да и казахское кино тоже. Тут нужна поддержка. Рустам Нургалиевич, нужна поддержка. И в завершении программы небольшой блиц-опрос. Коротко о том, что вы чувствуете. Ваше место силы в Татарстане. Это моя семья, и это, наверное, наш дачный участок рядом с аэропортом. Я когда приземляюсь, я всегда смотрю, где моя дочь бегает, где мой сын. Ничего не надо, как там оказываюсь, сразу как-то наполняешь силой. Любимое татарское блюдо? Это блюдо моей мамы и моей супруги. У каждого свое. Моя супруга очень вкусно делает картошку, курицу в духовке.
Моя мама делает очень вкусные манты. Это два моих самых вкусных блюда, наверное. Что из татарских сувениров вы чаще всего дарите друзьям в командировках? Только не чак-чак. Только не чак-чак. Какой фильм в последнее время произвел на вас самое сильное впечатление? Ой, вы знаете, я в последнее время смотрел много кино, но так, чтобы сказать, что кто пробивается. Не в последнее время, но пробивает все равно до сих пор «Аритмия». Хлебникова, да. «Аритмия», она пробивается, она так... Я думаю, я вот, наверное, должен такое что-то снять, такое простое и понятное, что мне досягаемо. Кто из татарских актеров мог бы стать звездой мирового уровня? О, это сейчас назови человека, и потом будешь расхлебывать, а? Назовите. Ну, звездой мирового уровня, это громко сказано, звездой в татарском кинематографе на сегодняшний момент, но актеров же много. Мне кажется, человек, который больше всего сопротивляется, это Искандер Хайруллин. Он бы мог стать очень сильной такой кинофигурой. Но это много ребят. Я вот на сегодняшний момент снимал, Зуля Валеева. Но это актриса, мирового масштаба, просто ей не хватает проектов. Если бы можно было снять только один фильм в вашей жизни по произведению одного из татарских писателей, какой бы это был? Что бы вы выбрали? Это очень попсовый ответ, но меня это произведение, конечно, и всех кинематографистов трогает. Это, конечно, «Мухаджир» Махмуда Галяу. Но к этому надо стремиться, и этого надо быть достойным по качеству своих работ. Просто хотеть и снять – это две большие разницы. Это голливудский масштаб и проект. Не знаю, случится у кого-нибудь или нет. Но более того, я хочу сказать, тут я для себя понял, что я сейчас хочу снять. А я вот хочу снять игровой фильм о, например, Гаяза Исхаки или о Махмуде Галяу. Судьба гораздо сложнее, чем Тукая. Вообще вот эта программа у нас отсутствует напрочь. У башкиров она есть, они снимают о своих национальных героях. Но мы хоть об одном национальном герое сняли. Но у нас даже о Тукае не сняли. Но я вот сейчас пытаюсь про Мусу Джалили что-то делать, и то с московской командой. Но опять же, должна быть какая-то системная программа для того, чтобы хотя бы 5 выдающихся наших писателей или людей, или политиков экранизировать, конечно. Вот Махмуд Галяу мне интересно. Экранизировать о нем, об его судьбе. И такой завершающий вопрос. Когда-нибудь на татарском языке «Оскар» получит? Легко. Вы знаете, как все это легко на самом деле. Если раньше был там, например, у нас Оскарский комитет есть на сегодняшний момент, там Меньшов его возглавляет, то в принципе сейчас можно подавать напрямую заявку. Это опять же кинематограф такая вещь, от удачи зависит. Если вдруг кому-то понравится, можно попасть рядом ставить с Альмодоваром и с другими режиссерами, и татарским режиссером. У нас, кстати, есть такие предпосылки. У нас молодежь молодая рождается. Я сейчас за Байбулатом слежу, за сыном Батулы, очень талантливый парень. За Ракимбаем слежу, талантливый, за Галиаскаром, за Рашидом. За нами стоят ребята, которые могут нас поддержать. Которые могут взять «Оскар». Да, они могут, по крайней мере, давайте бы не об «Оскаре», а об «Кинотавре» думать, да, или о «Золотом орле». Вот. А «Оскар», знаете, какой самый главный «Оскар»? В истории народа остаться известным режиссером, который снял тот народный фильм, который десятилетиями смотрит, который стал народным татарским. Вот это будет самый главный «Оскар». Его пока нет, этого фильма. Чего вам и пожелаем в завершении нашей беседы. Большое спасибо, было очень интересно. Я напоминаю, что это была программа «7 дней плюс». У нас в гостях сегодня был заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, председатель Союза кинематографистов Республики Ильдар Ягафаров. Спасибо. Спасибо.